Абхазия это мое, это моя гордость. Тамила Бения. Это имя известно как грузинским, так и абхазским СМИ. Только в Грузии она известна как террористка, засланная из Абхазии, чтобы совершить теракт. Нашей редакции стало известно, что на данный момент Тамила Бения проживает в Ачамчирском районе. Как и что с ней приключилось, и как она вышла на свободу. Об этом наше журналистское расследование. В 2011 году жительница Абхазии Тамила Бения была задержана на западе Грузии по обвинению в подготовке террористического акта. Ей инкриминировали преступления, связанные с террором на территории соседнего государства. Нежелание сотрудничать с грузинскими службами безопасности несли последствия. В течение нескольких дней Тамилу осуждают на 37 лет заключения под стражей. Все средства массовой информации Грузии активно распространяли эту новость. Сайты пестрили заголовками о задержании преступницы, засланной абхазскими и российскими спецслужбами. Тут же были распространены ее признательные показания. На данный момент Тамила Бения на свободе и проживает в одном из сел Ачамчирского района. Нам удалось пообщаться непосредственно с ней. Худая, слегка постаревшая Тамила охотно согласилась рассказать нам свою историю. В июне месяца 2011 года она собиралась к матери в Тбилиси. По дороге встретила жителя Галского района Абисалом Ачхетия. И, как выяснилось позже, совсем не случайно. Перехожу, вот там мой один знакомый там встречается меня. Где маршрутки стоят, в тбилисские маршрутки, где стоят, вот там знакомый встречается, здрасте, здрасте, туда-сюда поговорили, потом он мне говорит, я тоже в Грузию, а куда ты едешь? Я сказала, в Грузию, в Тбилиси, домой, к себе маме проветривать, я говорю. А он мне говорит, я тоже еду, говорю, хочешь, вместе поедем? Я говорю, хорошо, поедем вместе. А как знакомого зовут? Абисалом Ачхетия. И мы сели на маршрутке, и на границу сели пока мы с маршрутку и поехали в Зугдиди. Там, что в тбилисскую маршрутку, чтобы все поехать в Грузию. И там уже приехали на вокзал. Я там вышла, хотела билеты купить. Вот так молодой парень стоит там. И он мне говорит, тетя, мой знакомый тоже рядом со мной находится. И он мне говорит, тетенька, я говорю, я должен, билеты купить. Говорит, хотите, я вам тоже принесу билет? Я сказала, хорошо, тогда я ему деньги даю на двоих, за него и за меня. Я ему деньги даю, он пошел, билеты купил, принес мне и сдачи тоже вернул, все нормально, сели на маршрутке уже, на тбилисскую маршрутку сели, должны были поехать уже в Грузию. Какая обстановка была в маршрутке? В маршрутке там только одна в возрасте женщина, только она зашла в сумках, остальные там почти молодые сидели. Я думала, что они тоже едут то вот за то, пассажиры. Я откуда знала, там, что уже милиция там сидит, и они там находятся все. Мы же едем в Тбилиси, и вот так сзади вот этот парень, кто мне билеты купил, чтобы мне принес билеты, вот этот парень сзади меня сидел. И он мне говорит, можете вот этот пакет, подержите, пожалуйста, говорит, там телефон или что-то, он ковырялся, не знаю, там просто слышно было голос, сзади меня же сидел он, и слышно было, я думала, что он играет там, уже есть игры в телефоне, а он, оказывается, мне это все снимает, откуда, потом мне говорили это все, до этого я ничего не знала. И этот парень, мой знакомый, тоже рядом со мной сидит, а мы сидим сзади шофера места, где есть вот 3 человека, которые должны сидеть, вот там в ту стекло сторону, я сижу, потом этот парень, мой знакомый, сидит, и тут женщина, взрослая женщина, которая зашла в сумке, вот это сидит. Втроем сидим мы в одном сиденье, в этом сиденье, сзади шофера. А сзади меня вот этот парень сидит. И он мне попросил, пожалуйста, можете, пожалуйста, вот этот, говорит, подержите этот черный пакет, вот там что-то, телефон у меня испортился. Я хорошо говорю, я взяла вот этот пакетик, где моя сумка, вот так положила, где сумка лежит, у меня маленькая сумка, вот там наверху положила черный обыкновенный пакет. И, как вам сказать, наверное, 3 минуты я, самый большой, 5 тоже не было. Маршрутку остановили, и сразу вот этот, который в масках люди находятся, спецназ, или как называется, вот они сразу зашли туда и прямо ко мне. И сразу вот этот пакет взяли, они сразу вот этот пакет взяли, говорят, что вот она, вот где находится это. Я сперва не поняла, что здесь происходит. И смотрю на этих, и вот это тоже, вот этот пакет, кто мне передал, он вот этот 6 схватил меня сзади вот так сразу, а я не
могу двигаться уже. Я говорю, что случилось? Да, пока уже все. Уже там взяли вот этот пакет и сказали, что взрывчатка. По ее словам, их главной целью был Вальмир Будба. Избиениями и запугиванием ее вынуждали содействовать грузинским спецслужбам, вынашивающих планы по физическому устранению одного из руководителей абхазских вооруженных сил в приграничной с Грузией Галском районе. В период, когда в регионе шла диверсионная война, организованная грузинскими спецслужбами и так называемыми партизанскими отрядами, он руководил контроперациями. И само собой разумеется, что за ним вели охоту с того берега Ингура. Некие Тенгиз Гунава и Мегис Кардава упорно пытались заставить обвиняемую признать вину или сотрудничать со следствием, что означало сдать Будба. Тамила рассказывает, что в Альмире сделал много хорошего, помогал с бизнесом. И подставить его она не имела никакого морального права. Тенгиз Гунава мне сказал, я должна была позвонить в Альмиру и сказать место, назначить место, чтобы он мог туда приехать, в этом месте. Ну, они, наверное, потом там хотели его задержать, ну, не знаю, ну, это уже ясно. Какая ваша реакция была на это? Я говорю, я не могу позвонить. Я говорю, зачем я должен позвонить, его привезти? Я говорю, я знаю, что ты с Вальмиром в хороших отношениях находишься, говорю, ты должна, говорю, нам все сказать про него. Говорю, я говорю, я вообще ничего не знаю про него. Я говорю, ну как, говорю, людей убиваете? Говорю, это хорошо. Говорю, какие люди? Я говорю, я свою курицу тоже не могу убивать. Каких людей я должна убивать? Я говорю, да почему вы про него так думаете? Я говорю, про Вальмира. Я уже 8 лет у него дома нахожусь. Я говорю, как собственный дом, я так я чувствую. Там все сладко идет, я говорю, там нормально, когда я радуюсь, я говорю, я вот такая женщина, да, я радуюсь, я говорю, когда с ним на машине куда-то езжу или как, ну там на рынок или куда-то езжу, я говорю, что таким с человеком, что я нахожусь, я говорю, потому что там люди сколько раз встречали, я говорю, на рынке или где-то мы находимся, или на компании, или где-то, руку целовали его, я говорю, а потом он не вспоминал, я говорю, за чего этот человек ему руку поцеловал? Он сказал, я говорю, ты моего сына, ну, если ты не был бы, умер бы он. Он, оказывается, его помог, а он вообще не помнил об этом, что его помог. Вот такой доброту он... Почему вы про него вот такие вещи говорите? Я говорю, да, я себе думаю, ну, как-то отблагодарить от себя хоть душевно, чисто. Как могла, так и стояла рядом с ним. И он мне смотрел как родную, не как работягу, и как рабочую, как человека, как женщину, как свою родную сестру. Ну, не знаю, как объяснить это все. И вот такого человека я должен была обхаивать. Но они хотели мне, что как сейчас, ну раз ты здесь, говорит, не говоришь, говорит, мы имеем хорошее место, говорит, что ты у нас, говорит, все будешь говорить, говорит. Ну сейчас хорошо, говорит, здесь раз ты не хочешь разговаривать, говорит, ну, приведем такое место, там все будешь сама разговаривать. Как рассказывает Тамила, Вальмира в Галском районе очень уважали местные жители, видели в нем какую-то защиту, чувствовали безопасность. Вальмир держал под страхом грузинские бандформирования. В деле Тамилы Бения были заинтересованы высшие лица государства. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили лично курировал разработку и вербовку задержанной и участвовал в ее допросе. Когда я уже встала, где стол, вот там сидела, ну, они мне один удар уже сделали, вот эта почка у меня отбитая, там у меня документы все есть, когда сняли в тюрьме вот этот эхо и все. И встала, еле-еле встала. И мне говорит вот этот Гунава, они же там сидят, а ты, говорит, его не знаешь, сзади повернись, говорит. Я вот так сворачиваю голову и вижу, что где дверь заходит, ну, в черном в костюме, в белом рубашке, в черном брюке, человек стоит немножко лисоватый, вот так вот. Ну, я сразу догадываю, по телевизору уже видела, когда в Грузию приезжала туда, видела, ну, вот так посмотрела на меня, начал смеяться надо мной. Ты, бедолага, говорит, что ты уже будешь, говорит, делать, говорит. Что куда ты попала, ты еще не знаешь, говорит, ты бедолага, говорит. Вот так он на мне, мне сказал, и все, я вот так на него, а ты его не знаешь? Говорю, я говорю, нет, не знаю, просто по телевизору видела и не помню, кто он такой, я говорю. Он говорит, Мирабишвили, Вано Мирабишвили, Гунава мне предъявила его. Тамила не пошла на негласное сотрудничество, но тем не менее грузинским спецслужбам удалось ликвидировать Вальмира Будба спустя 2 месяца после задержания и осуждения Тамилы Бения. По неофициальным данным, Гунава после успешной работы в деле Вальмира Будба получил высокопоставленную должность. Михаил Саакашвили назначил Тенгиза Гунава губернатором региона Сами-Грело Земус-Фанети. Несмотря на то, что он ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, на данный момент он является одним из лидеров политической партии ЭНД Грузии. Мегис Кардава на тот момент был начальником
начальником Департамента военной полиции Министерства обороны по вышеуказанному региону. На данный момент Мигис Кардава находится в розыске. В то время, когда происходили события, о которых идет речь, у власти была партия «Единое национальное движение Грузии». Такими способами они вели разведывательно-подрывную деятельность на территории Республики Абхазия, в частности в Галском районе. Имели место похищения людей с целью выкупа, а также рэкет жителей района. Велась охота на сотрудников силовых структур, обеспечивающих правопорядок на подведомственной территории. Тамилу, по ее утверждению, не смогли заставить сотрудничать. Попытки давить на нее через сына, который отбывал наказание в то время в одной из тюрем Грузии, не увенчались успехом. Тогда сотрудники спецслужб Грузии сделали ей предложение, от которого невозможно было отказаться. Смерть или признательные показания о подготовке террористического акта, за что и получила свой срок. Присудили 37 лет, но отсидела 4. Тенгиз Гунава мне попросил, ну, если ты хочешь, говорит, ты и твой сын, чтобы на свободе были, говорит, тогда, говорит, сейчас же, говорит, вот руку даю тебе, говорит, там имели тоже сим-карту, имели новую, ну, не печатанную вот эту. Вот мы сейчас положим вот это, говорит, ты позвонишь ему, говорит, скажешь, говорит, куда он должен приехать, говорит. Да я там уже умерла, все, у меня уже... Не знаю, что там со мной было. Я говорю, во-первых, я его номер не знаю, я говорю. Я у него работаю. Он чем занимается, я вам один раз, нет, 1000 раз тоже могу объяснить, я говорю. И в тот момент там один говорит, вот эти, ну, фотки показывает, там русские эти фото, вот такие маленькие, ну, среднего роста, фото показывает. И фамилия, имя там где-то, якобы там Игорь Власов и Сергей Кузьмин или кто-то. Ну, они начали мне уже обрабатывать. Ну, я уже начала там про Вальмиру, нет, вот так, лучше я здесь умру. Я говорю, не могу этого человека, ну, вот такие эти начали. И потом они мне там почистили кое-что, салфетки, малфетки, вот это, ну, еще это будем делать, пока мы все вот это все, ну, что мы хотим, и вот эту фамилию мне сказали, русскую, вот это, Власов, еще кто-то, этот Кузьмин, вот это фото показывали, якобы они начали мне там что-то написали, чтобы я вот это прочитала, что вот так, и перед камерой, вот так, где камера была, вот перед камерой вот это все мне дали, чтобы я это прочитала, вот это все. МВД Грузии были опубликованы видеоматериалы, которые вы сейчас видите, об уничтожении якобы изъятой у Тамилы Бения бомбы. Избивать начали. До такой степени избили, мне уже зубы висели здесь. Это Гунава. Как мне он ударил, уже вот эти зубы мне вот так висели. И потом этого парня попросили, эту кобру, говорит, заведи, говорит, в ту комнату, говорит. И пускай она там находится, говорит. А сейчас куда она денется, говорит, если не скажет, говорит, что мы хотим, если она нас не согласится, говорит. Я вот там сижу, весь в кровах, весь в этих зубы, ну, все вот так. И там, где я сижу, вот там тоже кровь идет же мне с зубами, вот там салфетку что-то положили, они мне там вышли. 5 минут не проходит, вот так сижу, на пол смотрю и плачу. И вот эти что, иду, вот это чешу, вот так 5 минут не проходит, то смотрю, что дверь открывается, то моего сына ногу сразу узнала. И завели мне ребенка там. Посмотрела на него, он весь избитый был. Когда я отказ пошла, они хотели через моего сына, угрожали мне с ребенком, в угол загнали, и что они хотели, чтобы я на это все пошла. Но я все равно не пошла. Тогда они мне вообще начали убивать там. А когда мне просто не привезли в тюрьму, просто вот так занесли. Завели мне туда под землю, у них КПЗ или что-то туда повезли. Ну, я уже там еще молодая девушка была, врач, якобы, но она там посмотрела, что-то лекарство, там неплохо было, уже сахар, уже до 300 дошла, оказывается, мне плохо стало, в обморок упала я. И они еще там избили, или точно не помню, но я думаю, что они еще избили там, потому что, когда я очнулся, уже я там, где вот там лежал, немножко кровавистая была у меня голова тоже. Но это уже не помню, не знаю уже там, что было. Ну, эта девочка, я попросила, воду принеси, я говорю, да, фурадонин, вот это желтое лекарство, что есть, фурадонин или фурацилин или что там, вот это она разбавила, оказывается, и шприцем вот так покрутила, мне вот это дает.
использованный шприц где-то там лежал. Я говорю, вы думаете, что я бомжиха, что ли? Я говорю, что вы мне даете? Я говорю, ну ты предатель нашей Грузии, говорю, тебе надо вообще убивать, говорю, тебе надо вообще сжигать, говорю. Ну. Прошли выборы, власть сменилась, Саакашвили терпит крах, правящей партии становится грузинская мечта. В короткий период времени пресекаются незаконные действия ЭНД. Несправедливо осужденных заключенных начинают отпускать на свободу. Я бы хотела пожелать, чтобы Чингиз Гунава и как Мигиз Кардава, вот такие люди, чтобы никогда не были власть, ну, чтобы они никогда не приходили в власть. После этого правительства мы заключенные, кто там находили, все по-другому уже себя чувствовали. Мы радовались, когда они поменялись, власть поменялась, мы друг друга поздравляли, мы уже знали, что там у нас тоже будет. После амнистии у Тамилы Бения была возможность остаться в Грузии и получить компенсацию за незаконное отбывание наказания. Но она предпочла вернуться в Абхазию и жить на земле, где родилась и выросла.